Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Отдельное спасибо всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои дорогие, за вас прошу высшие силы каждый день, чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в следующие 7 дней? Пожалуйста, кому эта тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, надеждах, мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Какой она для вас будет, как пройдет, что важное будет происходить. Так, вы у меня как венец вышли, это замечательно, очень хорошо, стабильно стоите на ногах, прекрасно. Так, начну я читать рисунок снизу вверх и буду объяснять почему. Смотрите, вы входите в новую неделю с какими-то переживаниями и неясностями. Здесь вы в виде флюгера, который в зависимости от направления ветра поворачивается. То есть, скорее всего, вы сейчас зависимы либо от других людей, либо от обстоятельств. Да? То есть вы как человек повлиять на свою жизнь, на свою ситуацию вы не можете. То есть тут позиция человека, который в ожидании. В ожидании, куда ветер подует, да, туда я и повернусь. Очень сложная для вас эта ситуация, потому что вы активно действовать не можете, и при этом вы очень много переживаете. Если вы переживаете за какие-то дела, за здоровье, за, может быть, кредиты, суды, работу, вам не стоит этого делать, потому что там ситуация повернется именно в вашу сторону. Вы выходите победителем, человек, который получает от жизни все. Без каких-то особых усилий с вашей стороны, но с вашим каким-то терпением, с вашей какой-то отдачей и с вашими вложениями. То есть тут получается так ситуация, что вы получите по трудам. Чем больше вы вкладывались в то или иное дело, в ту ситуацию, в решение ситуации, тем больше у вас будет от нее выгоды, да? Тем более в выигрышном положении вы окажетесь. То есть, если на работе вы претендовали на какую-то должность, очень много тяжело работали, показывали себя неконфликтным человеком, который любит свою работу, отвечает за свои дела, то у вас, конечно же, если не повышение, то ждет, например, прибавка. Да? Вот получите вы зарплату, посмотрите, а у вас там еще и премия, да, плюс к зарплате. Вас это очень-очень порадует. Если у вас на работе есть конфликтные ситуации, вот какая-то борьба, конкурентная борьба, это, кстати, может быть борьба в каких-то судебных делах, может быть, вы с государством там за что-то бодаетесь, за какие-то выплаты, компенсации, либо судитесь с кем-то, то в зависимости от того, насколько вы будете подготовлены в плане, вы до этого побегали, документы пособирали, свидетельства нашли, доказательства, свидетелей. То есть, насколько вы посуетились, извините за такое слово, настолько вы и получите. Но я вижу, что вы человек в этом плане практичный, что вы человек который такой не боится работы, не боится себя показать, проявить, что вы хорошенечко вложились до этого момента в дела, которые для вас важны. Поэтому вижу, что ждет вас успех. В любом случае, я не вижу, что вы проиграете. Я вижу, что Фемида на вашей стороне. По крайней мере, вы в проигрышной позиции не оказываетесь. Даже если будет ситуация, как ничья,
да, 50 на 50, все равно вы не проиграете, вы не потеряете. У вас, по крайней мере, может быть возникнуть, да, такой момент, как передышка, да, для того, чтобы еще лучше там подготовиться к той или иной ситуации. Если дело ваше касается личной жизни, то в личной жизни у вас здесь однозначно будет примирение. Здесь два человека, причем это как два зайчика. Один зайчик у нас напуганный, другой зайчик у нас слишком активный. Вы извините за такое сравнение, но просто это зайчики, тут они есть. Вот по этим лапкам очень точно можно описать зайчиков. Если вы в споре с любимым человеком, если какая-то вот черная кошка пробежала между вами, а она могла пробежать, потому что здесь есть намек на то, что есть некая особа, которая всеми, скажем так, силами, фибрами и мыслями пытается вас рассорить. Это может быть как мужчина, так и женщина. Четкого указания на пол человека нет. Но то, что этот человек вредит какими-то манипулятивными путями, какими-то словами, делами. Да, даже просто, знаете, у вашего любимого человека может быть друг, приятель, да, который с ним там любит тусить. Да, и вот вы мешаете, потому что вы против, чтобы ваш любимый человек прожигал свою жизнь. Вы пытаетесь его, например, если особенно у вас там семья, детки, вытащить в сторону света. Да, и вы как бы, вот этот друг, он как разлучник выходит, да. Возможно, мама там любимого вашего человека уж слишком сильно жалеет, да, ревнует своего сыночка, да, и поэтому неприятности происходят. Может быть, какая-то бывшая там пытается тоже свои 5 копеек вставить, да, не может перенести, что ваши отношения счастливые, а у нее типа не получилось, а у вас все получилось. Может быть, с вашей стороны есть подруга, которая ревнует, может быть, ваша мама ревнует. В любом случае, я вижу, что есть третья особа, которая пытается всеми правдами, неправдами вклиниться между вами. И вот то, что между вами произошло, это таки результат вот этих вот попыток, да, потуг, назовем их так. Я вижу, что вы сможете договориться, будет такой случай, причем здесь, мужчина, да, первый как-то себя обозначит. Я не буду говорить, что он прям будет выпрашивать прощения, по крайней мере, он даст вам намек, сигнал, да, что я хотел бы примириться, что мне нужно с тобой там поговорить, обсудить, и давай обрати на меня внимание. А дальше вы уже будете думать, выбирать, подбирать и планировать, да, как бы вам отреагировать на эту ситуацию, как бы вам примириться и как бы вам выйти из этого положения. Мои дорогие девочки, что я хочу сказать вам на эту тему, либо мальчики, да, кто меня смотрит. Во-первых, ни в коем случае не нужно включать гордость, гордыню, либо какую-то вот я оказалась там права, да, либо я был прав. Признай, что ты там неудачник, либо признать, что ты там заблуждался. То есть вот это в ни в коем случае нельзя делать. Если человек идет к вам навстречу, пожалуйста, пойдите навстречу тоже. Ведь любовь — это не борьба. Я вот всегда и своим клиентам говорю. Очень часто я вижу, у людей не строятся отношения. Вот не строятся и все. Два хороших человека. Между ними ничего страшного, там, неприятного нет. А отношения не строятся. Потому что оба воспринимают жизнь как вызов. И любовь тоже они воспринимают как борьбу. Кто главнее, кто сильнее. И начинают, значит, мериться, да, причинными местами. У кого больше, у кого там толще, извините. И из-за этого у них идут и конфликты, и неприятности. И даже самая прекрасная пара с хорошей совместимостью может просто рассориться. Просто лишь вот на вот этом моменте, да, борьбы. То есть, когда у вас не любовь, а противостояние получается, да, кто лидер в семье, кто лидер в отношениях. Здесь я советую, вот кто смотрит мою отсыпочку на сегодняшний день, да, на этот момент, немножечко проявить доброты и милосердия. И если к вам человек идет, понимаете, просто у этого человека ушки, они как бы подогнуты, да, то есть он идет с опасением, а примут ли меня, а стоит ли мне активничать, стоит ли мне там просить примирения и любви. А вы у меня вот такой прям гордый человек, который может просто вот, высмеять, да, этого человека, сказать, что вот, давай признавай мою правоту, что я вот там все делала правильно, либо говорила, и тогда мы с тобой обсудим. Вот так не нужно. Если человек идет, дает вам руку, пожалуйста, дайте руку в ответ, чтобы вы примирились и чтобы не было никаких неприятных историй. Если человека у вас такого нету, то я вижу, что с кем-то у вас, возможно, были негативные отношения, кто-то не нравился, либо кто-то в вашу сторону негативил. Может быть, вы вообще даже об этом ни сном, ни духом, да, и не догадывались. Будьте готовы, что в вашу жизнь этот человек войдет и, возможно, даже
покаяться, потому что человеку не вмоготу. Хочется человеку скинуть с себя вот этот груз, да, груз этого негатива, и с вами вот примириться, пообщаться. Возможно, человек и понял, что был абсолютно неправ. Опять же таки, тут существует какая-то накрутка извне. То есть вас могли накрутить, человека могли накрутить. То есть ситуация, да, сложилась таким образом, что у вас, ну, не знаю, сделали, например, противниками, врагами, да, может быть, даже вы и не знаете, не подозреваете, что у вас есть такой оппонент. На самом деле есть, да, человек там не спит, не ест и думает, что вы ему мешаете. Мои милые, тут, ну, есть скрытые моменты, причем, еще раз говорю, да, в одном случае, если вы смотрите на своего любимого человека, с кем вы в семье, в браке, в отношениях, то это кто-то из вашего, либо его окружения. Если вы смотрите на человека, например, извне, то есть там коллега, может быть конкурент по бизнесу, может быть, там, не знаю, конкурент по работе, да, соседи, то там человека накрутили. Потому что есть здесь два субъекта, которые достаточно такие, но они противные, да, но они стоят в стороне. Они не идут на открытую конфронтацию, они себя не показывают, не озвучивают, действуют из-под тяжка. У них есть какие-то свои интересы, которые они, ну, скажем так, до поры до времени держат в себе. Эти люди, они вам как бы не опасны, но опасны их действия, то, что они к вам вот прям с разных сторон заходят. Так. Если детки у вас есть, обратите внимание на деток, особенно на маленьких, на грудничков. Возможно, тут, ну, я не знаю, какая-то может быть аллергия, аллергическая реакция, может там мошка покусает, может быть, не знаю, то есть комарик укусит. Я что хочу вам сказать, что чтобы вы не впадали в панику, да, потому что может показаться, что что-то невероятное случилось. Если ребенка это очень беспокоит, обязательно обратитесь к специалисту. Благо сейчас можно не только вот ехать на личный прием, да, в поликлинику, можно же и на прием онлайн попасть, да, чтобы доктор посмотрел. Если нужны анализы, конечно же, нужно будет ехать и сдавать. Обратите внимание на деток. Там именно идет какая-то аллергия, которая, ну, достаточно неприятная для ребенка. Может ребенок и капризничать, и может быть симптомы даже такие не аллергические быть. Вот что-то такое идет. Но я на песке вижу, что это вот именно аллергия. Ее тоже, конечно же, обязательно нужно лечить и убирать, чтобы вашему ребенку не мешало. Что касается родственников, родственники, особенно возрастные, здесь куда-то они будут у вас стремиться направляться. Причем, я не знаю, либо как-то не согласованно к вам нагрянут, да, на этой неделе, и вы просто вот как окажетесь в каком-то не готовом положении, либо вас перед фактом поставят, что кто-то куда-то собрался в дорогу, а вам будет страшно отпустить, ну, например, пожилую маму, либо пожилых родителей куда-то в путь, и будете очень сильно переживать. Я хочу вам сказать так, что не надо переживать, не нужно расстраиваться, пусть они едут, пусть они там получат удовольствие. Если вы будете настаивать, то скорее вы все равно ничего не добьетесь, но вы разъедетесь, как говорится, по разным сторонам, ну, с обидой друг на друга. Да? Вы лучше проговорите их маршрут, как они будут ехать, как они будут добираться. Не знаю, там, чтобы у них телефоны были заряжены, чтобы у них были какие-то экстренные возможности с вами связаться, если что-то пойдет не так. Ну, понимаете, подготовьтесь. Да? Не нужно отговаривать, не нужно там настаивать, что нет, 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 а пусть едут, но подготовленные. Если к вам приедут, ну, отнеситесь к этому как к долгожданным гостям, как к празднику. Да? Не стоит показывать, что вы там не готовы, вы не ждали, вы заняты другими делами. Эти люди вам помогут, они вас любят, они вам не враги, а наоборот, вот с любовью к вам идут. Так, следующий момент для тех, кто общается в интернете. У вас, кстати, тоже может быть момент такой, либо вы обижены на этого человека, либо есть риск поссориться с этим человеком. Я вижу какое-то недопонимание. Здесь два человека с двумя ножами друг на друга смотрят. Я уж не знаю, то ли вы выходите из конфликта, то ли вы в него только начинаете входить. Почему-то вот на любовной теме вот именно какой-то момент обострения ситуации происходит. А здесь спорить, ссориться не надо, потому что тема, на которой вы
ну, скажем так, залипли, да, из-за которой, возможно, там споры и ссоры, она ничего не стоит. И поверьте, вообще никаким образом на вашу дальнейшую жизнь, на ваши отношения не скажется. Вот. Так что не переживайте. Понимайте, что очень легко поссориться, очень легко показать свою темную сторону. Но вы должны искать себе силы, чтобы показывать только лишь свои самые лучшие качества, да, и показывать свои, ну, вот именно отблески своей души. К этому идите. И если вы видите, что ваш любимый человек настаивает на каком-то своем, да, праве, либо мнении, ну, примите его, примите, ну, когда один глаз, скажем так, прикройте, принимайте, принимайте. Вам главное сохранить мир. Человек поймет. Вот я вам говорю, он поймет, да, через какое-то время, что был абсолютно неправ. Еще прощения у вас будет просить. Понимаете, вот к этому нужно стремиться. Проявите себя как абсолютно мудрый человек. В целом, что касается следующей недели, то вы у меня видите венец. Вы просто венец, вы полностью держите всю ситуацию в своих руках. И опять же таки, да, у вас, смотрите, птица сидит на плече. Видите, вот здесь птичка сидит у вас на плече. Эта птичка вам принесет хорошие новости. Она сидит у вас на правом плече, поэтому новости будут для вас, и новости будут очень-очень хорошими. Вы будете владеть всей ситуацией в целом. Вы знаете, как будто бы вы возвыситесь, да, над целым миром, и вам все будет с высоты птичьего полета ясно и понятно. Мои дорогие, хорошее время, время для решения проблем и время быть на высоте и вывернуть ситуацию в свою сторону. Этого я вам и желаю. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.